государственные награды «Золотую звезду Героя России». Мужество и героизм. В преддверии Дня Победы предлагаем вспомнить истории якутян-участников специальной военной операции на Украине, удостоившихся высокого звания Героя Российской Федерации. Первым из якутян героем России стал командир добровольческого отряда «Ботур» Александр Колесов. Он вывел 50 боевых товарищей из-под огня и уничтожил технику противника, за что был награжден в мае прошлого года знаком особого отличия – медалью «Золотая звезда» в Кремле. Награду вручил президент России Владимир Путин. Огромная честь для меня, это огромная ответственность. И хочу сказать, что это наша общая награда всем отрядам. Это награда в том числе и наших боевых товарищей, которые пожертвовали своими жизнями ради спасения нашей страны. 8 единиц техники, а у нас там один Алеша, звучал голос оператора. Подвиг русского танка Алеша потряс всю страну, экипаж которого в одиночку остановил 8 единиц вражеской техники на запорожском направлении в августе 23 года. За проявленный героизм членов экипажа представили к званию Герой России. Героями-танкистами стали двое якутян – Алексей Неустроев и Филипп Евсеев. Медали им вручил президент страны на сцене мероприятия, посвященного 80-летию победы в Курской битве. Воины-танкисты с нашей части просили передать вам, товарищ Верховный Главнокомандующий, что впредь и с честью будем выполнять все поставленные задачи и сделаем все для защиты нашей Родины. Рядовой 155-й отдельной гвардейской ордена Жукова бригады морской пехоты Дмитрий Егоров с позывным «Сунтар» стал 4-м героем России из Якутии. Звание было присвоено посмертно. Дмитрий Егоров одним из первых принял бой с превосходящими силами противника вблизи населенного пункта Новомайорская Донецкой Народной Республики. Якутский герой заставил противника отступить, получив при этом смертельное ранение. Командир штурмового отряда майор Игорь Юргин стал 5-м якутянином, удостоенным высшей награды страны за время специальной военной операции. В сентябре 2023 года в ходе наступления в районе Ковалевка-Егоровка отряд Юргина захватил 7 опорных пунктов, уничтожил до 25 боевиков и военную технику. За боевые заслуги командир Игорь Юргин досрочно получил воинские звания капитан и майор. Медаль «Золотую звезду» майор получил от рук министра обороны России Сергея Шойгу этой весной. Задача выполнялась беспрекословно. Все знали свой маневр, все действовали уверенно, слаженно. Страх, конечно же, был, но все его преодолевали. Герой якутянин Николай Соболев ушел на СВО в июне 2022 года командиром роты, а сегодня он командир батальона. За 2 года Николай вырос от капитана до майора. У него 2 ордена мужества, медаль за отвагу и вершина – звание Героя России. Высокое звание он получил в марте 2024 года. Прошлым летом группа под командованием Соболева вышла противнику во фланг и нанес огневое поражение, где личный состав ВСУ понес потери до 30 человек. Электрогазосварщик Удачнинского ГОКа компании «Алроса» Николай Евдокимов, участвующий в специальной военной операции, удостоен звания Героя России в апреле этого года. Известно, что Николай Евдокимов родом из Красноярска. На службу он был призван в Мирнинском районе Якутии. Якутия гордится своими героями.